Уйгурские активисты, проживающие в Нидерландах, протестовали против празднования китайского Нового года. Уйгурский народный активист Абдурахман Гени Уйгур, живущий в Нидерландах, который своими еженедельными мероприятиями повышает осведомленность о продолжающемся геноциде уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане, сегодня протестовал против празднования китайского Нового года. Сегодня Абдурахман Гени Уйгур и сопровождающие его активисты протестовали против празднования китайского Нового года перед зданием правительства в Гааге. Когда китайцы праздновали китайский лунный Новый год в мэрии Гааги в Нидерландах, Абдурахман Уйгур вышел на сцену с плакатом с надписью «Остановить геноцид уйгуров! Убирайся из Восточного Туркестана». Комитет ООН по вопросам образования, науки и культуры проголосовал за 950-летие произведения «Диван Люгатит Тюрк», написанного Махмутом Кашгарлы. 2024 год посвящен этому великому произведению. К сожалению, этот шедевр лингвистики был запрещен китайским режимом в Восточном Туркестане. По мнению китайских чиновников, «Диван Люгатит Тюрк» дает искаженное представление об истории уйгурских турок, их языке, а сам Махмуд Кашгар наносит серьезный ущерб, выделяя уйгуров в отдельную нацию. Столичный муниципалитет Газиантепа построил парк от имени оккупационного Китая, который осуществил геноцид миллионов тюркских мусульман в Восточном Туркестане. Размещение большого китайского сада в парке Гале по заказу столичной мэрии Газиантепа вызвало негативную реакцию. В Газиантепе, который 23 сентября 2016 года установил дружбу с городом Урумчи, построили китайские веранды и разбили сад. Получается, что город, являющийся центром уйгурского автономного района, признан китайским. Бывший президент США Дональд Трамп сказал: «Я получил $400 миллиардов из рук Китая. Они были не очень счастливы». А потом внезапно появился китайский вирус. Трамп заявил, что Китай будет доминировать над Соединенными Штатами, если Байден и его головорезы снова победят. В результате пожара в небоскребе в Нанкине, Китае, погибли 15 человек, еще 44 получили ранения. По неизвестной пока причине в небоскребе в районе Юхуатай в Нанкине, Китай, с населением более 8 миллионов человек, произошел пожар. Пожар на первом этаже небоскреба, где хранились электрические велосипеды, охватил несколько этажей. Власти объявили, что в результате пожара погибли 15 человек, получили тяжелые ранения 44 человека. Число евреев, погибших в результате конфликта в Газе, увеличилось до 29 606 человек. Министерство здравоохранения Газа объявило, что с 7 октября, когда начались нападения, число погибших увеличилось до 29 606 человек, а число раненых – до 69 737 человек. В пятницу посол Южной Африки в Нидерландах Вусимузи Мадонцелло призвал все страны дать показания по иску, поданному его страной в Международный суд с целью привлечения Израиля к ответственности за действия, совершенные им в секторе Газа.